Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Мы традиционно начинаем выпуск с ярких событий в столетней истории ТССР. 22 апреля 1957 года за цикл стихов «Моабитская тетрадь» Мусе Джалилю посмертно присвоена Ленинская премия. Сборник поэта из Моабитской тюрьмы вынес бывший узник, военнопленный Габбас Шарипов, и передал Нигмату Терегулову. «Моабитская тетрадь» сегодня переведена более чем на 60 языков мира. В этот день, в 1978 году, Нижнекамский шинный завод выпустил первую продукцию для автомобилей «Урал». Так предприятие стало производить шины для грузовиков. А уже в 1987 году завод отпраздновал выпуск 100-миллионной шины. Это событие прошлого, а сейчас о настоящем. Борьба с коронавирусом в регионах. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными. Где недорабатывают в субъектах и как Татарстан сегодня ставили в пример, расскажет Салават Мухаммадулян. Большое Казанское кольцо замкнется в срок. Мы сейчас на этапе, наверное, 50% готовности. То есть активно ведем строительство. Как кладут новую трамвайную линию и первые очертания моста, увидел Сергей Хайдаров. Каждую неделю около сотни несанкционированных свалок. На этой стороне очень грязно, вот посмотрите, очень грязно. Кто в ответе за чистоту, разбиралась Юлия Муратова. Против вируса искусство. Обычно в театре шьем костюмы, индивидуальные пошив. А сейчас у нас конкретно идет массовка. Как шьют брендированные, не театральные маски, увидела Вероника Гайнудинова. Итак, главное. В Татарстане подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это антирекорд для республики. 28 человек госпитализированы, 47 из них проходят лечение дома. И что важно, только 8 случаев завозные, остальные – это контакты с больными. Больше половины из них в Казани, сразу 35 человек. 11 случаев зарегистрировано в Лаишевском районе. В целом по стране инфицированных коронавирусом стало больше на 5236 человек. Выздоровели за день 547. В это время в городах республики стабильно поддерживается низкий индекс самоизоляции. Сегодня в полдень в Казани этот показатель составил всего 2,2 баллов. На 0,1 меньше в Набережных Челнах, на улицах многолюдно. Лишь немногим лучше ситуация в Нижнекамске, Чистополе и в Альметьевске, терпимо в Зеленодольске и Елабуге. 100 тысяч рублей заплатит предприниматель Челнов за то, что сдал в аренду сауну, нарушив санэпидрежим. И желающих обойти закон в период пандемии много. Только за последние сутки оперативники выявили 970 административных правонарушений. Такие данные сообщает Оперштаб Республики. Львиная доля приходится на статью невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Готовность регионов к борьбе с коронавирусом вряд ли можно назвать удовлетворительной. Таков вывод премьер-министра страны Михаила Мишустина. Сегодня он провел большое онлайн-совещание с губернаторами регионов. Татарстан упомянули несколько раз. В каком контексте, готов рассказать Салават Мухаммадулян. Мы обсудим с вами готовность системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в субъектов Российской Федерации. На линии с премьер-министром России руководители всех регионов страны. Вместе с Рустамом Миннихановым в Казани за ситуацией следит и весь оперативный штаб республики. Вопросы обеспеченности медицинских организаций всем необходимым оборудованием. Президент давал соответствующее поручение, и правительство определило срок исполнения 28 апреля. Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными. Главный вопрос по расходованию средств на борьбу с коронавирусом. Еще в марте правительство выделило на это 33 миллиарда рублей. Но есть регионы, где не освоили и 10% поступившей помощи. Татарстан в этом плане сегодня поставили в пример. Ряд регионов обеспечили высокий уровень контрактации и использования ресурсов мартовской дотации. Причем не просто перечислили эти средства лечебным учреждениям, а приняли и оплатили уже готовое медицинское оборудование. Хотел бы назвать эти регионы. Это Республика Татарстан, Республика Дагестан, Нижегородская область, Чеченская республика. Когда мобилизовали все предприятия страны, некоторым регионам понадобилась помощь в производстве медицинских изделий. Наша республика поделилась кадрами. У нас 2 производства стационарных ИВЛ. Мы туда мобилизовали кадры для расширения производства. Я хотел бы отдельно поблагодарить Татарстан,
Удмуртию, руководители регионов, компаний, откуда были оперативно командированы профессионалы. В отличие от ряда регионов, Татарстан еще на прошлой неделе полностью был готов к любому сценарию развития коронавируса. На данный момент задействованы 12 госпиталей, почти на 1400 коек. Остальные мы можем развернуть в течение нескольких часов по мере потребности. Диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется в 10 лабораториях, в том числе одна лаборатория частная. Мы уже производим по 15 миллионов защитных масок. Больше 4000 медиков прошли переобучение. Для борьбы с инфекцией сейчас готово 26 госпиталей. Здесь более 3000 коек. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Татарстан. 80% персонала пришлось отстранить от производства. Таковы итоги распространения коронавируса среди сотрудников челнинской фабрики «Акульчев». Здесь сейчас задействовано лишь 30% производственных мощностей. Напомним, об очаговой вспышке заболевания накануне сообщила руководитель Роспотребнадзора Республики Марина Подтяшина. Во-первых, этих людей изолировали. Факты заражения людей, когда они находились на производстве, они отсутствуют. Я бы хотел это подчеркнуть. Все случаи были выявлены, когда люди находились на изоляции, они не находились на предприятии. Материалы традиционного брифинга руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой читайте в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане в связи с коронавирусом отмечен резкий рост безработицы. Если в начале года число официально зарегистрированных безработных было без малого 11 тысяч, то сейчас эта цифра близка к 17. Напомним, сейчас все те, кто потерял работу, может подать заявление на трудоустройство через сайт «Работа в России». За 12 дней принято почти 26 тысяч заявлений. Уже назначено пособие 1543 безработным. И вот новое ужесточение. С завтрашнего дня и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике все объекты розничной торговли могут работать с 6 утра и до 10 вечера. Возможность круглосуточной работы сохранили только для аптек. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Им же вводится обязательная самоизоляция на 14 дней для всех, кто приезжает в Татарстан из других регионов и всех, кто живет вместе с ними. Исключение делается только тем, кто занимается перевозками. А вот ужесточение по ношению масок в республике уже действует с понедельника. Выходишь за продуктами или едешь в общественном транспорте, главное в маске. За нарушение штраф. Как соблюдают правила жители Челнов, увидим прямо сейчас. Уже на первой остановке стало ясно. Маски носят не все, хотя двери ни перед кем не закрываются. Кондуктор разводит руками. Они же оплачивают, одеваем, у кого есть одевают, у кого нет, мы предупреждаем, чтобы на завтра уже было. В общем-то, в трамвае большинство пассажиров были в масках. Даже те, кто заходил в салон без защитного средства. Не знала. Пока не знали. А есть маска? Да, я девушке подарю. У меня есть. Моя хорошая, держи, пожалуйста. Хорошая, чистая маска, одевай. Все правильно делают. Строже надо. Говорят, что у нас прибавилось заболевших. Очень осуждаю тех, кто не соблюдает масочный режим, потому что число заболеваний растет. Но на автобусных остановках ситуация хуже. Транспорт ждете? Общественный. А вы знаете, что с 20-го без маски нельзя туда? А маски нет у вас, да? С собой. С собой? Будете одевать, да, когда? Конечно, буду. На улице же не обязательно одевать, говорят, только в общественном месте. Заходим в автобус, и перед глазами неблагоприятная с эпидемиологической точки зрения картина. Нету маски у меня. Нет. Если было бы, одели, да? Да. В этом только дело? Да. Ага. Я не всегда в общественном транспорте, в принципе, езжу. Поэтому сегодня забыла маску, к сожалению. И с такими забывчивыми пассажирами водителям приходится просто мириться. Не пускать их в салон полномочий нет. Не все соблюдают, насильно мы не можем одеть. Только вот если в автобус нагрянут сотрудники полиции, МЧС или Росгвардии, то разговор будет другой. Маски не раздадут, выпишут штраф. Наказание от 1 до 30 тысяч рублей. Дело вовсе не в санкциях. Главное – безопасность. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Возвращаемся в Казань. На строительстве Большого Казанского кольца рабочие приступили к укладке новых трамвайных путей. Кроме того, на объекте практически завершили переустройство необходимых подземных коммуникаций. Уже появляются очертания надземного перехода и нового моста. Когда по нему поедут первые автомобили и трамваи, знает Сергей Хайдаров.
Если где-то в Казани сейчас шумно и кипит стройка, так это на Большом кольце. За месяц место изменилось до неузнаваемости. Конструкции растут как грибы после дождя, а стройка напоминает издалека огромный муравейник. Этот рельс дорожник тащит на себе. Все ради будущих пассажиров. Вот так мало-помалу здесь появляется железная дорога. Глядя на эту картину, за моей спиной невольно вспоминается из детства. Рельсы, шпалы. Ну а будет ли вагон трамвайный запоздалым, конечно же, зависит от темпов строительства. Поэтому оно здесь ведется круглые сутки. Работы идут сразу в несколько смен. Все для того, чтобы Большое Казанское кольцо замкнулось в срок. Начали вот дорожную часть, вы сами видите, уже положили нижний слой покрытия асфальтобетонного, бортовой камень выставляется. К сожалению, погода нас немножко здесь приостановила, но переждем и будем дальше работать. Я за 1,5 метра от других товарищей. Так, больно так не общаемся, работаем. Строители вируса не боятся, все соблюдают меры безопасности. Хуже опоздать со сроками. Кстати, работы идут с опережением, уже почти готовы подземные коммуникации. Появился надземный переход, посажены деревья. Без сапог здесь делать нечего. Мы находимся уже на другой точке строительства Большого Казанского кольца и можем увидеть своими глазами, как создается будущий мост, который будет соединять две улицы, Техническую и Борисковскую. Прямо сейчас рабочие трудятся над созданием подпорок, у которых будет очень важная миссия — держать огромную многотонную конструкцию длиной больше 70 метров. Пока мост еще только обретает свои очертания, но строители уверенно говорят, сделана половина дела. Мы начали формирование дорожного полотна от улицы Борисковской, засыпку инертными материалами. Сейчас на этапе, наверное, 50% готовности. То есть активно ведем строительство, в режиме нон-стоп. Первые автомобили и трамваи смогут проехать по Новому Казанскому кольцу уже в конце августа. Завершить все работы на объекте планируют ко Дню города и республики. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ Казань. По проекту «Улицы Победы» в Татарстане отремонтируют улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы или Героев войны. Таких 28. Там появятся новые тротуары, дорожные знаки и дорожное покрытие. Ремонт дорог ждут в 7 городах и районах республики. Федеральный проект «Улица Победы» – часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Каждую неделю экологи находят около сотни несанкционированных свалок по всей республике. На незаконные залежи мусора продолжают жаловаться и жители Татарстана. Одно из таких сообщений прислал на наш WhatsApp житель улицы Халева. Там жилые дворы превратились в мусорные полигоны, а бытовой крупный мусор сваливают прямо рядом с детским садом. А рядом с садиком вот такой вот кошмар. Такие кадры, не радующие глаз, сделал один из жителей улицы Халева в Казани. Аллеи возле детсада и жилые дворы превратились в мусорный полигон. Незаконно. Мелкий мусор, бытовые отходы, даже мебель. Некоторые граждане оставляют все это буквально где придется. Хотя баки стоят в 20 метрах. Они же полные пакеты не летают с мусором. Видать, кто-то и не доносит, кому-то и лень. Такой грязь тут все время. Когда я приехала, такой грязь был и так. Это 10 лет я вижу. От этого мусоросборника за зиму разносит, там снегом все накрывает, потом все растаяло, как подснежники вылезло. На 9 домов всего несколько мусорных контейнеров. Заполняются они быстро, а потом мусор разносят ветром, говорят местные жители. Так кто виноват, жильцы окрестных домов или коммунальные службы, своевременно не вывозящие мусор? Ответа нет ни у кого. Но свалка есть. Экологи не могли не отреагировать. Согласно статье 16 федерального закона, к вопросу местного значения городского округа относится организация мероприятий по охране окружающей среды. По данному факту направлено письмо в администрацию Приволжского Вахитского районов города Казани для устранения нарушений. В исполкоме города меры по уборке подконтрольной территории приняли быстро. Уже сегодня коммунальщики собрали десятки мешков с мусором. Мер требует и ситуация в одном из дворов на улице Гудаванцева. Свалка там разрастается буквально на глазах. Власти района уже включили ее в список первоочередных по ликвидации. В рамках двухмесячника по санитарной очистке с силами подрядных организаций, задействованных в уборке данного микрорайона, работы по ликвидации свалки начаты 22 апреля и будут продолжены до 23-го. 2 недели назад незаконную свалку площадью больше 100 квадратных метров экологи обнаружили на улице Камиля Якуба. Там были выброшены архивные документы крупного российского банка. Виновнику придется выплатить от 100 до 250 тысяч административного штрафа. С 1 апреля экологи зафиксировали уже 450 природных правонарушений
нарушений. 300 из них вот такие несанкционированные свалки. Половину из них уже удалось ликвидировать. Если и вы обнаружите подобное скопление мусора, об этом вы можете сообщить в Республиканскую экологическую приемную. Виновников появления незаконных свалок штрафуют. Если не нашли организатора, ответственность несет собственник территории. Штрафы до 400 тысяч рублей. И накладываться могут неоднократно. Для избежания рецидивов экологи не раз проверяют места бывших несанкционированных свалок. Юлия Муратова, Константин Кушуев, ТНВ, Казань. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. В этом году республиканская акция чистоты «Эковесна» пройдет в онлайн-формате. Об этом сегодня рассказали представители Минэкологии. К примеру, для детсадов и школ в режиме онлайн предлагается разработать проекты «Экотроп» на их территориях. Победителям организаторы помогут в воплощении проектов. Для самых маленьких татарстанцев разработан портал «Зеленый Татарстан» с возможностью участия во множестве онлайн-конкурсов. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Его день рождения, несмотря на самоизоляцию, отмечает вся страна. Мы же не можем перенести юбилей великого вождя пролетариата, основателя коммунистической партии. 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Как память о нем хранят в республике? В интервью Зарины Ахметовой. Против вируса искусство. Обычно в театре шьем костюмы индивидуальные пошив. А сейчас у нас конкретно идет массовка. Как шьют брендированные, не театральные маски, увидела Вероника Гайнудинова. Рустам Минниханов провел первое в этом году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис». Прошло оно в режиме видеоконференц-связи. Президент подчеркнул, что привлечение инвестиций и реализация новых проектов является одним из важнейших приоритетов. Сегодня общий заявленный объем инвестиций потенциальных компаний-резидентов составил 7,7 миллиарда рублей. На получение статуса резидента особой зоны подали заявки 8 компаний. Это крупные предприятия в сфере нефтегазопереработки, нефтехимии, учреждения строительной отрасли, проектные институты. Жизнь, она продолжается, и нам важно, чтобы динамику, которую мы имеем, не только, чтобы не только сохранить, а как бы надо расширить, увеличить нашу работу. Вождь мирового пролетариата. Сегодня 150 лет отмечается со дня рождения Владимира Ленина. По традиции в этот день его вспоминают возле памятника в центре Казани. Прошли десятки лет, но некоторые идеи Ильича до сих пор остаются актуальными. Насколько в Татарстане сохраняется наследие Ленина, мы обсудили с председателем регионального отделения КПРФ Хафизом Миргалимовым. Хафиз Гаязович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня такой значимый день, 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Мы тоже сегодня с вами стоим возле его памятника, наблюдали за тем, что вы возлагали сегодня цветы, даже несмотря на самоизоляцию, не могли пропустить вот такой значимый день. Вот помните ли вы, чтобы раньше было такое, что вы пришли в маске здесь и встречали день рождения Ленина возле его памятника? Конечно, нет. Мы же не можем перенести юбилей великого вождя пролетариата, основателя коммунистической партии, создателя советской власти. Его перенести нельзя. Спокойно мы пришли, возложили цветы, отдали дань нашему великому вождю. Между прочим, он основатель и подписал декрет о создании татарской, автономной, советской, социалистической республики, юбилей которого мы будем отмечать в этом году. Хафиз Гаязович, ко дню рождения Ленина приведен в порядок памятник, который установлен в самом центре города в его честь. Кроме того, отремонтирован ДК Ленина, музей Казанский, и большая работа проводится в Ленина-Кокушкино. Скажите, пожалуйста, как сейчас изменилось семейное гнездо вождя пролетариата? Десятки тысяч наших гостей посещают его, особенно с зарубежных стран, в том числе Китая. Мы недавно повели туда 36 детей, из них 17 знает Ленина. Они удивились о том, что в нашем городе есть прекрасный музей. Кстати, принято решение Президиума Центрального комитета КПРФ нашему музею, прекрасному музею улицы Ульяновых, присуждена Ленинская премия. А вот как берегут память о Ленине в районах? Сохранились ли колхозы имени Ленина? В Высокогорском районе есть совхоз имени Ленина. 5 таких есть имени Ленина. Восстановили памятник в Рыбно-Слободском районе, восстановили памятник в Мусьемском районе. Я должен слово благодарности сказать и главам
особенно Менделеевска, сквер Ленина и памятник. Восстановили памятник в Нурлатском районе. Учиться, учиться и учиться – это, наверное, главный совет Ленина, который помнит каждый современный школьник. А вот какие еще идеи сохраняются по сей день? Решение национального вопроса. Решение повышения уровня жизни людей. Вот Маркс, Энгельс, Ленин говорили, Сталин, что нужно человеку? Конечно, жилье. Что нужно человеку? Рабочее место. Что нужно человеку? Конечно, одежда. Что нужно человеку? Культурные потребности. Коронавирус показал о том, что надо учиться, как сказать, еще раз учиться. Сегодня в республике не одна партия коммунистическая. Вот скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, какая из них лучше хранит идеи, которые закладывал Владимир Ильич Ленин? Я не знаю вторую коммунистическую партию. В стране и в Татарстане есть только коммунистическая партия Российской Федерации, его региональное отделение. Ленин ведь в душе наших людей. Его срезать, его протереть нельзя. Спасибо вам большое, Хафиз Гаевич. Пожалуйста. Праздник праздником, а самоизоляцию представители партии и другие, пришедшие к памятнику Ленина, все же нарушили. Некоторые были без масок, не соблюдалась и дистанция. Полицейские попросили их разойтись. Не помогли и справки. Некоторым сделали предупреждение. Возложили цветы. Ну отпустите человека, ну что уж вы. А вот сам Владимир Ленин, в отличие от своих последователей, сегодня оказался в тренде. Как и другие именинники апреля, свой день рождения отмечает на самоизоляции. В одиночку проводит митинги, работает на удаленке. Юмористический ролик с призывом сидеть дома выпустил телеканал Russia Today. Против вируса поможет искусство. В пошивочном цехе театра имени Галиаскара Камала сейчас непривычная атмосфера. Там теперь вместо сценических костюмов шьют защитные маски. Многоразовые, с хлопкой, даже стильные. За 2 недели успели изготовить больше 1500 и передать бесплатно тем, кому они необходимы. О том, как с пандемией борются в Храме искусств, Вероника Ганузинова. Теперь все эти спектакли для зрителей только в режиме онлайн. Артисты на самоизоляции, поэтому кажется, что в театре сейчас полная тишина. Но нет, есть здесь одно помещение, где вовсю кипит работа. Выкроек ярких сценических костюмов, заготовки из белого и синего хлопка для защитных масок. Мужской закройщик Рамзель Камалиев говорит, привык шить по индивидуальным размерам под каждого актера. Тут такому массовому производству пришлось учиться в процессе. Было трудновато, сейчас уже привыкаем. Шить маски камаловцы начали по своей инициативе. Работают вот уже 2 недели. Фасон и дизайн выбирали вместе по готовым эскизам. Добавили своего. Так маски стали брендированные. Теперь на них логотип театра. Таких масок в день получается изготовить по 200 штук. У нас где-то 6 человек в пошивочном цехе. Сейчас нам помогает еще бутафорский цех. Работы, в общем-то, достаточно, всем хватает. Выкроить, обметать, отутюжить, пришить резинку, обработать края и на выходе 3-слойная стильная маска для тех, кто в ней нуждается. Эта партия, около 500 штук, отправится к волонтерам. Все это абсолютно бесплатно. Мы открыты для заявок, потому что маски мы производим каждый день. И у нас есть определенное количество запасов этих масок. И если кто-то обратится к нам, пожалуйста, милости просим. Чтобы получить маски, нужно просто написать камаловцам в соцсетях или на почту театра. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. В дар музею на память поколениям. В Нацмузее появился новый ценный экспонат – орден за заслуги перед Республикой Татарстан под номером 1, который принадлежал народному артисту Ильхаму Шакирову. Решение передать реликвию приняли родственники именитого певца. После оформления необходимых документов орден включат в состав музейного фонда. После он займет свое место в экспозиции к столетию ТССР. Новый дар станет значимым предметом в коллекции Ильхама Шакирова, которая формируется в Музее Республики с 1990-х годов по инициативе самого артиста. На сегодняшний день в ее составе более 300 предметов.
Ильхам Шакиров еще при жизни сам много делал для того, чтобы его наследие сохранилось в фондах Национального музея, главного хранилища нашей республики. И, конечно же, мы горды тем, что у нас его коллекция составляет более 500 экземпляров. Документы, почетные грамоты, дипломы, очень много писем. Мы их будем представлять в постоянной экспозиции нашего музея. Главная премьера этой весны подходит к финалу. Сегодня заключительная серия фильма «Зулейха открывает глаза». Экранизация одноименного романа Гузели Яхиной сразу побила несколько рекордов. Многосерийный фильм стал самым рейтинговым в этом телесезоне. Так, за удивительной судьбой татарской женщины в эфире федерального телеканала следят более 30 миллионов человек. Также фильм набрал большую аудиторию и в интернете. 7 серий в Ютубе посмотрели суммарно около 12 миллионов раз. По словам создателей фильма, сегодня финальная серия будет еще интереснее, ведь он не такой, как в книге. Такой непростой фильм, он снят не совсем в обычной манере для прямого телевидения. Очень рада, что зрители оказались такими тонкими, чувствующими людьми, которые поняли наши задумки, приняли их. Песенку о капитане для своей публики спел казанский камерный оркестр «Ля Примавера». Музыканты записали видеоролик и выложили в соцсети в поддержку тех, кто сейчас на самоизоляции. Песню они дополнили стихами, их прочитал художественный руководитель оркестра Рустам Абязов. Ролик сразу же начал набирать просмотры и получил десятки восторженных комментариев. Предлагаем посмотреть и вам. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. А у нас на этом все. Оставаясь дома, будьте в курсе всех событий вместе с нами. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте! Время новостей о погоде. В студии София Егорова. О погоде после полезной информации. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево в предстоящие сутки облачная погода сохранится. Ожидается снег и понижение температур. Днем +2, к вечеру подморозит. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также ожидаются осадки в виде снега. В ночные часы температурный фон понизится до отрицательных значений. В Агрызе, Менделеевске и Актаныши будет облачно, местами пройдет снег. Заметно похолодает, +3. В Арске, Кукмаре и Балтасе ожидается облачная погода и осадки в виде снега, +2. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске не обойдется без снега. Будет прохладно, особенно ночью и утром, 0-2. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ожидается снег и похолодание. Днем +2-3 градуса. В пятницу существенных изменений в погоде не ожидается. В Казани ожидается облачная погода. Пройдут осадки преимущественно в виде снега. Ночью около 1 мороза, а днем около 3 тепла. Ветер западный, порывистый. Атмосферное давление повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Магнитное поле Земли спокойное. Берегите себя и оставайтесь дома. На этом наш выпуск завершен. До свидания.